Благодарим партнеров проекта: Челябинвестбанк, сеть аптек «Классика», компанию IZ и мебельную фабрику Юнусов ИК. Исәнмесез, кадерле дуслар! Хәерле көн! С радостью приветствуем всех зрителей программы «Татар кызы». Сегодня очередной этап и новое испытание для наших участниц. Путь к сердцу татарского жениха, конечно же, лежит через желудок. С этим спорить никто не будет. Тебе, Руслан, конечно, виднее, но сегодня мы узнаем, насколько трудной будет эта дорога для наших участниц. Без башлыбыз. Смотрите сегодня в программе: кулинарный поединок татарочек, рецепт идеальных пельменей жениха, Пельменнәрне эшләгәндә гел мөхәббәт белән эшләргә тырышам. Чөнки яраткан кешеләргә эшлим бит инде. справятся ли девочки с настоящим деревенским самоваром. Узнаем прямо сейчас. Сегодня участницы конкурса в гостях у Наиля Хайруллина, директора компании IZ, мецената Конгресса татар Челябинской области. Он предоставил свою кухню в полное распоряжение татарочек. Именно здесь и пройдет их кулинарный поединок. Кызлар, я вас приветствую на первом этапе кулинарного конкурса. Послушайте ваши задания. Вам предстоит сегодня своими руками и из тех ингредиентов, которые вы видите перед собой, приготовить блюдо под названием кияу пельменнаре, то есть пельмешки для жениха. А в чем их особенность, я надеюсь, вы нам сегодня продемонстрируете. Поэтому поехали! Пельмени – одно из самых любимых блюд татарского народа. Их должна уметь готовить каждая девушка. Главное отличие пельменей для жениха от самых обычных – это размер. Чем меньше, тем лучше. Кияу пельмене – это своего рода экзамен для невесты. Если она справится с такой сложной и кропотливой работой, свадьбе быть. Жених и все его многочисленные родственники голодными точно не останутся. Первый этап – замесить тесто. И сразу начались разногласия. Одни девушки уверены, лучше использовать воду. Нет, молоко, утверждают другие. Тесто будет мягче для мягкости и определенно будет вкус. Я думаю, он будет отличаться от теста, которое будет сделано с помощью воды. Ну, вообще, я всегда делала мы на воде, чтобы оно покрепше было. Вот. Молоко я не использую. 2 яйца. Я не знаю, сколько тут получится. Обычно вот сначала насыпаю муку, делаю там углубление, туда воду, соли. Можно чуть-чуть перца, конечно, помолоть. Яйца их взбить и потихоньку начинаешь тесто делать. Тесто готово, справились все. Жюри строго оценивает работу. Яхшы килеп чыкты. Эшен күңелдән эшләдем, шуга да мин уйлыйм, яхшы килеп чыгып дип. Женихка охшар дип уйлыйм. Правильно сделано тесто или нет, станет ясно через несколько минут. В ход идут скалки. Толсто еще, да, еще. Ты взяла много, надо было поменьше у тебя, потому что скалка маленькая. Ирина Зарипова раскатывает тесто, как заправский шеф-повар. Такой прием по силам только очень опытной хозяйки. Даже у самой юной участницы Юли Абдуллиной тесто тонкое, крепкое, словно шелк. Залия Ахтямова признается, что пельмени в их семье – любимое блюдо, потому что она знает самый главный секрет.
Пельменнәрне эшләгәндә гел мөхәббәт белән эшләргә тырышам. Чөнки яраткан кешеләреңә эшлим бит инде. Бу авыр эш түгел. Шуның өчен бөтен күңелеңне салып эшләсәң, пельменнәрең дә тәмле чыга. Барысы да әйбәт була. А теперь самый важный этап. В течение 5 минут девушкам предстоит слепить как можно больше пельменей. Это будет непросто. Первый опытный образец жюри нещадно подвергает критике. Вот девочки начали вот так, но это не кео пельмени. Это нормальные, обычные пельмени. Сызге кирек кео пельмени. Оно должно быть таким маленьким, что в одну ложку должно войти 5-6 пельменей на одну ложку. Сначала они даже растерялись. Сделать такие маленькие пельмени невозможно. Как нарезать тесто? Но потом догадались. Можно использовать колечко. Когда-то с этой задачей невесты справлялись с помощью наперстка. Ты представляешь, на всю родню сделать столько пельменей? Я уже откажусь и буду в девках сидеть дома. Итак, время пошло. Это очень тонкая ювелирная работа, нужно хорошее зрение, потому что с плохим зрением ты просто это не увидишь. 5 минут пролетели, словно одно мгновение. Жюри принимает работу. Пельмени должны быть не только маленькими, но и очень аккуратными, иначе жених может и передумать. Лучше всех справилась Рената Гайдуллина. Ну вот если я за 5 минут делаю 15, то можно, если за 60. У меня с математикой плохо, но думаю, штук, наверное, 80, наверное, смогу сделать за час. Итак, пельмени готовы. Осталось только сварить и подать их к столу обязательно с бульоном. Этому правилу в татарских семьях следует уже в течение долгих веков. Я думаю, что девочки все справились. Кто-то проявил смекалку, кто-то быстроту. Не справились все. И я думаю, эти навыки, которые они сегодня получили, продемонстрировали, они у них останутся. Ну а сейчас, конечно, мы с удовольствием все эти пельмени попробуем. А пока татарочки готовятся встречать жениха. Кто окажется в его роли, они не знают. Дома каждая из них приготовила десерт. Одними пельменями сыт не будешь. Пока накрывают на стол, пытаются справиться с самоваром. Оказывается, это тоже целая наука. Сначала береста, потом древесный уголь. Если этот сложный ритуал выполнить неправильно, то можно остаться без чая. Сапог не тот, конечно. Надо левый сапог. Самовар кипит, все готово. Вот только жених задерживается. Встреча с ним ждет нас в следующей программе. Первый этап кулинарного конкурса завершился. Стол для жениха накрыт. Осталось только дождаться гостей. Зульфия, я тебя уверяю, они уже в пути. К следующей программе обязательно доберутся. Тогда увидимся ровно через неделю. И сенсау булыгыз. Хушигыз. Смотрите в следующем выпуске. Долгожданный гость и главный кулинарный критик. Чем порадуйте скромного татарина? Пирог, который того и гляди улетит, и суши по-татарски. Кадрле дуслар, сезнең каршыгызда Гөбәдия. Жюри подводит итоги последнего испытания проекта. Бүгінгі бәйге тәмамланды. Қызларыбыз барысы да бик оңышлы шығыш ясадылар. Смотрите нас каждую среду и субботу на телеканале ОТВ. Да, и не забывайте, билеты на финальное шоу уже в продаже. Финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина, уникальный баритон Альберт Джалилов, обладатель премии Ника Айдар Гайнуллин и любимые бурановские бабушки в финальной церемонии грандиозного конкурса красоты и таланта «Татарочка-2014» 11 сентября в 18:00 в Ледовой арене «Трактор».